Всем привет! И это второй выпуск Болтовлога. Вот. Один пользователь YouTube на наше видео, где мы кушаем корицу, написал комментарий, чтобы мы рассказали о себе, о своем характере и о забавных моментах жизни, которые происходили с нами. Вот. И сейчас мы хотели немножко предисловие. Комментарии по этому надо, вот по такому поводу надо писать в Болтовлог. Задание, где корица, надо написать задание, да, чтобы мы это выполнили в следующем выпуске. Да, пишите, где видео корица, задание. Вот. И сейчас давайте начнем с тебя. Так, о себе. Меня зовут Маша, моя фамилия Хостская, отчество Витальевна. В данный момент я играю на фортепиано, в следующем году я выпускаюсь. Там всего учится 7 классов. Так, что дальше? Я люблю очень фотографировать и хочу поступить в Щукинское училище. Да, все. Да. Теперь я о себе. Я 2000 года рождения, то есть мне 12 лет, а 8 августа исполняется 13. Вот. Потом меня зовут Яна, фамилия Ахьядова, а отчество Руслановна. Вот. Я обожаю фотографировать, это мое реально хобби. И вот на свой день рождения я куплю хороший фотоаппарат, надеюсь, что я смогу купить реально хороший. И тогда мы на него будем снимать, кстати, видео. А на этот фотоаппарат мы будем снимать влоги. Вот. Так что я очень надеюсь, что у меня будет фотоаппарат, потому что это мое любимое хобби. Вот. Так, дальше идет если все. Вот. И в Щукинское училище я тоже очень хочу поступить. И это моя идея была, она я своровала. Вору. Идей. Так, дальше о характере. Характер у меня бывает когда как. Иногда я могу просто молчать. Да, иногда я бываю вредный, как она. Давай, я все уже сказала. Я тоже бываю вредный. А еще, нет, вот самая моя главная черта. Я прям гордый. Мне знак зодиака лев. Че, боже мой, что здесь такое? Она всегда говорит, мне может быть такая цитата. Я лев, я сейчас сделаю. И сказала, я сделаю. Как мужик сделал. Мужик сказал, мужик сделал. Я лев, я сделаю. Так, что дальше? Забавные случаи. Да. Даже вчера был забавный случай. У нас почти каждый день забавный случай, но поэтому мы мы их не очень запоминаем, потому что бывает менее забавные, бывает более. И они происходят каждый день. Даже сегодня, наверное, что-то было. Ладно, расскажем о вчерашнем. Мы гуляли, мы бродили, ходили, гуляли. Да, ходили, увидели тут щеночка маленького. Да. Он такой мащенький был. Его окраска, он рыжий, белый и серый, да, вот 3 цветов. Вот. Он такой еще маленький, вот, и хорошенький. Вот. Мы его назвали Рузик. Да, мы с ним играли, гуляли. И там мы гуляли в соседнем нашем дворе, можно сказать, соседи. Да, можно сказать. Да, разворачиваемся, и тут мы, знаете, кого видим? Пишите свои догадки внизу. Но, правда, пишите, да, вот 5 секунд вот сейчас. Нет, 15 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Надеюсь, вы уже все успели написать. И это была немецкая овчарка. Да, она была без ошейника, без поводка. Как может быть поводок без ошейника, без соприцепленного? Да, вообще она гуляла одна. Не намордник, да, вот представьте, большая немецкая овчарка, которая может с легкостью откусить шею. Да, с вот такой вот мордой. Большой вот такой мордой. И вот такими зубами. Вот, да. Ну, короче, мы испугались, мы спрятали щенка. Потом у нас такой экстрим получился. Да. И мы захотели к нему пойти. Да. Мы такие, мы идем такие, уже рядом с ней стоим такие. Маша такая ко мне поворачивается такая, как дела там? Ля-ля-ля, тополя. Да. Типа, потому что, как говорят, как правильно, если, ты боишься собаку, нельзя показывать свой страх, вот, и убегать, если ты испугался, убегать ни в коем случае нельзя. Надо просто стоять столбиком, и все. Вот. Мы такие стали, болтаем, это собака, у меня чуть инфаркт не случился. Она подходит к нам и нюхает нас. А мы такие стоим, вообще молчим. Да, у нас такие... Сами боимся, пытаемся не показывать свой страх. Да, и вообще собаки чувствуют страх. Вот. Мы, короче, не показываем свой страх, такие стоим,
хоп, такие решили пойти. Идем. Собака такая за нами, Да, и мы привязалась. немецкую овчарку назвали Мухтар. Да, потому что ему подходил, это был мальчик, да, ему подходило это имя, ну, вообще, как всем овчаркам подходит, наверное. Да, и Мухтар. там вот такой фильм есть. Да, ну и это самое главное, то, что он отвлекался на это имя. Вот. Этот Мухтар, мы с ним гуляли целый день, потом мы его уже не боялись, мы его гладили во всем. Да. Потом мы пошли в парк, он опять с нами играл в палочку, прыгал за этой палочкой, так смешно. И вообще так было мило. Да. Немецкая овчарка в такой вот челюсти прыгает за палкой. И главное, мы потом ходили, ну, мы во двор как-то боялись заходить, потому что там дети и некоторые сердобольные взрослые могли бы вызвать какой-нибудь там отстрел, еще или что-нибудь, ну, в общем, вы да, понимаете, мы не заходили, короче, туда, вот. Мы ходили за домами, там гуляли, вот. Он таскался с нами, таскался, вот, и все. Вот. Ну, какие еще у нас были... Давай, вот лично у меня был такой случай, когда я еще жила в центре, не на Хлебной Баде, когда я еще с Яной не была знакома. Меня в планах не было. Я с моими друзьями, с Олей и с Ириной, мы пошли в низы. И там мы увидели такое заброшенное здание. Там раньше обувь что-то делали, там она была огромная. Мы решили его взломать. Там сначала взломали одну дверь, было тяжело достаточно. Мы зашли, там был маленький коридорчик, меньше нашего зала. Там какие-то колбочки разные были, странно, конечно, это вообще тут обувь делают. Алхимия. Да, ну вот этот коридорчик, там еще была еще одна дверь. Ну, эта дверь была закрыта. Я, например, иногда я стояла на шухере, иногда там Оля и Ирина по очереди. Мы стояли на шухере и пытались взломать эту дверь. Взламывали, но все-таки взломали. Там было несколько этажей, там мы гуляли, там разные комнаты были, там разные были подошвы от обуви. Потом на следующий день мы опять же туда пришли. Там было все закрыто снова, и мы опять взломали. И когда мы его взламывали, там, оказывается, смотрел на нас мужик, и потом орал на нас, и мы убежали. Вот. Вот. А я пока ты рассказывала, так ничего не вспомнила. Я вспомнила только, когда я была... Я рассказывала в предыдущем болтовлоге, потому что когда я была маленькая, я ездила в Крым. Вот. И в этом Крыму меня чуть не откусил крабик, пальчик. Вот. Я такая стою, у меня вот этот краб висит, я такая ха-ха-ха. У меня просто, наверное, был болевой шок, и я как-то не чувствовала была маленькая, глупенькая девочка. Болевой шок может быть не только у маленьких детей. Так, нет, просто я знаю, просто как с крабиком такая символика. Я кажется, так мило, мне кажется. У меня даже фотка осталась какая-то. Вот. Что еще рассказать? Что еще рассказать? Ну, наверное, мы закончим на этом наше видео. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал. Оставляйте внизу свои комментарии. Записывайте, пишите нам, о чем нам поговорить в следующем влоге. Да, и пишите некоторые вопросики. Вот. Оставайтесь такими же веселыми, позитивными И жизнерадостными. Пока, мы всех у вас. Пока-пока.